очень нравится читать. Ой, молодец. А что ты любишь читать? Там задают нам всякие уроки, и я читаю их. Ну что ты последний раз читала? Книги Жукова, что я только не смотрела, не читала. Люблю читать и сама ходить в магазин. О, ты сама продукты покупаешь, да? Да. А еще Анита Харчилава любит играть с друзьями, лечить животных и мечтает стать врачом. Несмотря на диагноз детский церебральный паралич, девочка активная и общительная, у нее много друзей. Учится Анита в 3 классе вспомогательной школы. В школу ее отводят родители. С учителем девочка занимается самостоятельно. Почти все время она передвигается при помощи костылей. Инвалидной коляской пользуется только в крайних случаях. Мы дошли до этой стадии, вот когда она самостоятельная полностью и дома больше, чем на улице, потому что на улице ей сложно. А дома у нее все сделано так, как ей удобно. Но, однако, мы вот никак все равно не пойдем. У нас стоит под вопросом операцию, надо делать, это тазобедренность. У нас проблема. Так как вес у нас добавляется, может быть ухудшение в любой момент. И мы каждый год делаем рентген, проверяем. Вроде бы пока стоим на месте. Вот. Но у нас сопутствующих еще много, там букет, конечно, всего. И я уже вот 3 года оттягивала ее, думала, вот мы пойдем, сейчас пойдем, но мы никак не смогли все равно. Анита родилась недоношенной, и уже в год ей поставили диагноз. С тех пор ее жизнь – постоянная борьба. Операции, препараты, ЛФК и массажи. Конечно, каждая реабилитация приносила результаты. Однако в 2017 году у девочки произошел эпилептический приступ. По сей день Аните приходится пить необходимые лекарства. Но при этом она стала набирать вес, что осложнило и без того нелегкое передвижение. Чтобы в дальнейшем исключить подобные приступы, улучшить ходьбу и состояние здоровья, девочке необходим очередной курс лечения. Уже реабилитация другая. Она уже растет, и практически невозможно ее подчинить к себе. Не знаю, нам нужно заново делать общее обследование всего, потому что у нас букет всяких болезней, чтобы вот я уже, наверное, в дальнейшем тоже была спокойна, чтобы она уже сама пошла без этих палочек, потому что практически она привязана ко мне. Сейчас куда-то с кем-то ходить она не может. Стоимость обследования и лечения в научно-практическом центре Москвы составляет 250 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Харчилава. Чтобы Анита наконец начала ходить самостоятельно, ей необходима наша с вами поддержка. Сегодня объявлен сбор для 10-летней Аниты Харчилава, которая за свою короткую жизнь прожила уже многое. Ей и ее родителям довелось пережить и операции, лечение в разных клиниках. Но сегодня сложилась такая ситуация, когда этой семье нужно помочь. Если раньше они справлялись сами, то вот сегодня такие обстоятельства. И если каждый из нас еще раз проявит милосердие и встанет рядом с этой семьей, я уверена, мы добьемся результата в короткие сроки, потому что в ближайшее время Аните нужно находиться уже в Москве на лечении. Я прошу каждого, кто слышит нас сегодня, не пройти мимо боли этой семьи и поддержать нас. Помочь Аните Харчилава несложно. Для этого нужно отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.